Гамбажап Цыбиков, буддист-паломник у святынь Тибета. Глава книги 4. Лхаса, город и его главные святыни. Рассказ 5. Патала, дворец Далай-ламы и его окрестности. Часть 21. Пройдя по пустынному сравнительно пути и только сзади, против Красного дворца, встречаются конюшни Далай-ламы и другие постройки, во дворе коих содержатся, между прочим, слоны. Во время нашего посещения было 2 слона, один большой и другой маленький, недавно привезенные из Индии специальным послом. Перед отъездом моим прошел слух, что маленький слон погиб. Немного позади и восточнее этих зданий стоит особый храм, посвященный драконам и именуемый поэтому Лухан, драконов храм. Здесь совершается постоянное богослужение о правильности, то есть своевременности и соразмерности осадков, имеющих сильное влияние на экономическое благосостояние населения, занимающегося почти исключительно земледелием. Затем уже до конца кругового обхода не встречается ничего достопримечательного. Последовательность описания места пребывания знатнейших святынь и влиятельнейших особ духовной иерархии заставляет обратиться теперь к так называемым линам, что переводится на русский язык «мир» или «место пребывания». Лины – суть дворцы, или, вернее, домовые храмы знатных хутухта, которые занимали ханский престол, то есть должность верховного правителя Тибета. При этих дворцах находится свой штат духовенства, живущего на иждивении у такого-то перерожденца или пользующегося значительными привилегиями. Таких линов 5. Первый – Тайджи-лин, место пребывания распространения учения, распространяющий учение мир. Находится на западном краю города и принадлежит перерожденцам Дыма Хутукты, ведущего свое происхождение от известного по легенде Урана, Тангарик по-монгольски, по-тибетски Гар, жившего при царе Сранзонгамбо. Второй – Шидалин, место пребывания 4 отделов, 4-отдельный мир. Расположен на северо-западном краю города и является собственностью Раденского Хутукты, хозяина одного из древнейших монастырей того же имени, о котором мы упоминали выше. Третий почти рядом. Налево от него находится самый большой из линов Цзэмолин, место пребывания желания долголетия, желающий долголетия мир, принадлежащий джонейским намунханам. Четвертый, далее на северо-восточном краю города находится старинный лин Мэрулин, основанный еще при тибетском царе Адактиралпачане, но пришедший затем в упадок. Джовадиша возобновил его. Во время правления 3-го Далай-ламы он присоединен к зонхавистам. В нем в последнее время поселился Джалронский Хутукта. 5-й, последний лин, называемый Гунденлин, всепокойный мир, находится в некотором удалении от города, а именно на юго-запад от Паталы, на южную сторону большой дороги, ведущей на запад. Он принадлежит Хутухтам Дацак или Дакца. Затем к достопримечательностям же города надо отнести храм Джанбумган, находящийся на одной улице с Раммоче, заключающий в себе большой субурган и имеющий много ценных типографских досок Дуган Дацана Джуддот, расположенный направо от Мэрулина, почти рядом с ним. Гармашак,
в юго-восточной части, служащий местопребыванием прорицателя божества того же имени. Наконец, должно упомянуть о медицинском дацане Манба Дацан, едва ли не единственном в Центральном Тибете, расположенном на указанной уже выше скале Чакбори. Он представляет небольшое здание, где в комнате у задней стены указывают статуи разных божеств, сделанных из коралла, бирюзы, малахита, белого сандала и другие святыни, связанные с именами знаменитых врачей индийско-тибетской медицины. Например, указывают каменную ступу и пест, принадлежащие будто бы основателю индийско-тибетской медицины Седжот Шонну, что по-тибетски значит «молодой исцелитель». Особенно почитается здесь тибетский врач Юток Гомбо. Этот дацан основан или коренным образом реформирован знаменитым пятым Далай-ламой. Многие думают, что он принадлежит красно-шапочной секте. Утверждать это, однако, нельзя, так как здесь, с одной стороны, читается, между прочим, так называемая Мигдзема, молитва к Занхави, основателю желтошапочной секты. С другой стороны, читают и некоторые из сочинений пятого Далай-ламы из отдела Красной секты, которую он, по-видимому, в значительной степени интересовался, а может быть и сочувствовал. Штат духовенства состоит из 60 человек, специально прикомандированных по одному человеку из разных монастырей. Они получают содержание из казны Далай-ламы и живут в домах, построенных на этой же горе подле Дацана. Монахи эти и составляют студентов факультета. Заведует ими Хамбо, который в мое время состоял также лейб-медиком Далай-ламы. Немного западнее, на низеньком отроге этой горы, находится китайская кумирня Бамо, синей секты. Окончив речь о святынях и дворцах духовных особ, прибавим к этому несколько слов и о домах светских правителей. Дело в том, что каждый родовитый богатый вельможа, всякий дослужившийся до высоких степеней чиновник, равным образом и тот своего рода счастье баловень безродный, который оказался отцом или братом Далай-ламы, строит себе особый дом, отчасти напоминающий те же лины. К таким домам относятся Рагашак, находящийся против южной стороны храма Джу, на другой стороне улицы Шадда, дворец, принадлежащий известной фамилии Колонов, один из коих занимает эту должность и в настоящее время. Старинный дом фамилии Дорин, расположенный почти против вторых западных ворот храма Джу, владелец которого ныне находится в заточении по проискам брата бывшего Демохутухты. Дворец брата нынешнего Далай-ламы Япши Гуна, построенный на южном краю города с обширнейшим садом. Дом Гуна Юток, фамилия князя, находящийся на западном краю города. Все эти дома построены в тибетском стиле, но неизменный китайский консерватизм сохранил свою архитектуру в доме высшего представителя китайского императора маньчжурского Амбаня. Дом и канцелярия его находятся на юго-западном краю города подле остатков старинной городской стены и ничего особенного не представляют. Только две высокие мачты перед ним подскажут знатоку характера китайских присутственных мест, что здесь место пребывания китайского сановника, облеченного властью карать и миловать. Собственно, казенное здание, где отводятся помещения для лиц из дальних стран и послов от князей, приносящих значительные дары Далай-ламе, называются Том-Си-хан, то есть дом, смотрящий на рынок, и находится в центре города, недалеко от квартала Джу, и обращен своим длинным фасадом на рынок. Другой дом,
уже пренебрегаемый тибетским правительством и почти заброшенный на произвол действия времени, называется Галдан-Кансар. Это громадное здание, служившее некогда дворцом тибетских правителей, находится между храмом Малого Джово Рамоче и Цемолином. Он уже не подкрашивается известью, как другие дома, потому стены его темного цвета. О каких-либо общественных благотворительных заведениях не может быть и речи. Также нет и увеселительных заведений, как театры, рестораны и тому прочее. Существующий едва ли не единственный театр, или точнее открытая сцена, находящаяся в юго-западной части города, принадлежит китайцам. Равным образом несколько ресторанов, находящихся в центральной части города, принадлежат китайцам, которые содержат их при помощи тибетской прислуги. В них продаются чай, кушанье и китайские лепешки. Горячительных напитков нет, но допускается игра в китайские карты. Китайской водкой торгуют 1-2 кабачка в невидных местах, гораздо больше кабачков тибетских с местной водкой. Китайская водка – спирт, ара, местная – чан. Выше было сказано, что по городу проведено много канав. На местах пересечения этих канав улицами и дорогами устроены каменные или реже деревянные мосты, между коими первенствующее место занимает бирюзовый мост, по-тибетски Ютоксамба, поставленный на главной дороге от ворот храма Джу к Патали. Это рот галереи, покрытой зеленой черепицей. Тибетцы очень гордятся этим мостом и относят его к чудесам своей столицы. Этим можно закончить описание всего того, что находится внутри круговой дороги, именуемой Линхар, и имеющей в длину около 10 верст. Что же находится вне этой дороги? С северной и восточной части города близко подходят к нему возделанные поля. По юго-восточную, южную и отчасти юго-западную и западную сторону там и сям находятся более или менее обширные сады. Дело в том, что тибетцы очень любят деревья и весьма охотно отправляются пить самодельное вино или пиво в тени деревьев. Богатые люди имеют вне города дома и огороженные сады, которыми, впрочем, может пользоваться всякий, только не портя деревьев и не срубая их. К числу таких дачных мест относится и летний дворец Далай-ламы Норбу-Лингха, находящийся на самом берегу реки Уй, к юго-западу от Паталы. Здесь Далай-лама проводит большую часть года. Из других же подобных дач остается упомянуть о Джашитане, равнину усмирения врага, где находятся казармы китайского гарнизона, канцелярия и квартира начальника этого гарнизона. Часть гарнизона, состоящая из туземных и давно живущих китайцев, живет в городе в различных частях. О более мелких дачах не стоит уже говорить, разве упомянуть только, что на северо-западе от Паталы находится большое поместье Гуналхалу, потомка родителей 12-го Далай-ламы. Против Лхасы, на другой стороне реки, находится монастырь Цэйчоглин, мир высокого возраста. Улицы Лхасы весьма неправильны и, как уже сказано, грязны, вследствие того, что тибетец особенно любит пачкать берега канав. Конечно, не может быть и речи о том, чтобы пользовались водой из этих канав, поэтому город берет воду исключительно из колодцев, которые весьма неглубоки и достаточно многочисленны. Еще упомянем о домах бедняков и хлевах для свиней, сделанных из яковых рогов. Они находятся преимущественно в юго-восточной части города, где находятся и бойни, если таковыми называть улицы, на коих режут скот. Рога скрепляются глиной. Такое обилие этого ценного в Европе материала объясняется тем, что из рогов
Тибетцы ничего не выделывают, за исключением разве небольших табакерок и верхних кончиков их. Конец 21 части.